Согласно правилам Роспотребнадзора, питание в дошкольных учреждениях должно быть сбалансированным, рациональным и полезным. Каждый детский сад сам индивидуально разрабатывает меню на 10 дней. Никаких фастфудов, газировок, мармеладок и прочих вредностей, только полезная и вкусная еда. На обед обязательно должно быть и первое, и второе. Разнообразные супы с включением мяса и морепродуктов, а также по желанию выпечка. Рейд специалистов Роспотребнадзора носит рекомендательный характер. В первую очередь смотрят составленное меню и готовые блюда. Да. Покажите, пожалуйста, свое меню. Вот у нас меню. Сегодня у вас на меню по обеду. Так, вот обед, да? Да. Салат свекольный с луком. Да, вот. Покажите, пожалуйста, ваш салат. Вот салат у нас свекольный. У нас меню разнообразное бывает. Угу. Расскажите, что у вас, вот согласно вот меню, которое у вас разработано, что сегодня у вас представлено? Сегодня у нас вот суп рыбный. Ага. Это первое. А второе у нас картошка с мясом тушеное. Да, у вас тут в меню представлено мясо тушеное с овощами в соусе, да. картофель отварной. А также сегодня в меню салаты из полезных овощей. Согласно правилам, есть овощи и фрукты, которые строго должны быть включены в рацион детского питания. Морской продукт у нас бывает. Утром мы, например, завтракаем, у нас каша бывает. Сегодня гречневая каша была, молочная, с какао. Каждое утро у нас и какао бывает. Масло с хлебом, сыром. А дети что? Дети любят гречку любят молочную, лапшу любят молочную, рис любят. Они все кушают, все им нравится, кушают. И хлеб с сыром, с маслом, яйца мы им тоже, они тоже любят, кушают. Мухаммед, расскажи, пожалуйста, чем вас кормят в садике? Вот обычно что вы едите на завтрак и обед? Мы едим на завтрак, обед едим суп, второе. Молочный, да? Вкусно здесь кормят? Да. Вот обычно что вы едите? Едим салат, хлеб, какао, суп едим. К слову о каше. Накануне в социальных сетях родители пожаловались на меню одного из детских садов республики с вопросом, почему детям и утром, и вечером дают манную кашу, где нет ни одного витамина. Специалисты Роспотребнадзора и работники других дошкольных учреждений говорят, блюда должны быть разнообразными. Употреблять манную кашу в дошкольных учреждениях на завтрак, конечно, разрешено. К тому же это просто необходимо для детского здоровья, но не 2 раза в день. Молочная продукция, как вот сейчас как-то было прям поднято родителями, молочная продукция, она для детей очень важна. Молоко – это кальций, поэтому детей, конечно же, мы должны, да, но молочная продукция тоже должна поступать детям, дети должны ее получать тоже сбалансированно. Поэтому у нас идет в балансе завтраков, ужинов, где-то если утром у нас идет молочные супы или каши, значит, вечером у нас идут яичные запеканки, творожные запеканки. Свой контроль за питанием в дошкольных учреждениях ведут и сотрудники регионального Минобра. Проблема в том, что авторы публикаций пишут посты с обвинениями, при этом не указывая ни адреса, ни названия госучреждения. В этом случае невозможно узнать, где именно возникла проблема. И кажется, те, кто публикует такие обращения, преследуют цель не разобраться в ситуации, а просто оклеветать. В соответствии с СанПин руководители дошкольных образовательных организаций согласовывают перспективное меню на 10 дней с Роспотребнадзором и размещают на сайтах организаций и на информационных стендах детских садов. Для всех родителей, соответственно, меню доступно. А в соответствии с СанПин манная каша подается детям 1 раз в 10 дней. А также Роспотребнадзором проводятся плановые и невплановые проверки по поставляемым продуктам питания, приготовлению блюд для исключения рисков причинения вреда здоровью детям через питание. Уважаемые родители, большая к вам просьба. По всем замечаниям и нарушениям по организации питания и другим вопросам, касающимся воспитания детей, прошу звонить в отдел воспитания и социальной реабилитации детей Министерства образования и науки Республики Ингушетия по телефону 22 17 93. А также мы принимаем по вторникам и четвергам с 14 до 18:00. В любое время мы можем выслушать вас, выехать, проверить и, естественно, ответить на ваши письменные и устные заявления и замечания.
Каждый родитель вправе знать, чем питается его ребенок в дошкольном учреждении. В случае нарушения правил питания в школах и садах обратиться в соответствующие службы. Хотелось бы сделать небольшое разъяснение для жителей нашей республики. Для родителей. Уважаемые родители, если вы обнаружили факт нарушения санитарного законодательства, обязательных требований, с заявлением обращаться в органы прокуратуры, в управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия. На сегодняшний день у нас действует постановление правительства Российской Федерации, в котором у нас предусмотрено ограничение. Плановые проверки мы не проводим. Сейчас у нас проводятся, согласно постановлению, только профилактические визиты. И если есть какие-то факты нарушения обязательных требований санитарного законодательства, то заявлением обращаться в органы прокуратуры, либо направлять нам в управление Роспотребнадзора. Мы уже должны будем это обращение согласовывать с прокуратурой, потому что инициатива исходит от прокуратуры. Ни одно обращение не остается без рассмотрения. Соответствующие органы после подачи жалобы начинают проверку и ставят в известность о ее результатах заявителя. Рина Сычева, Джамалил Султыгов, Новости 24.